Человек на севере подвергается воздействию экстремальных факторов внешней среды, что определяет состояние его здоровья актуальной проблемой медико-экологического и социального характера. Изменение традиционного образа жизни, негативное влияние климатогеографических и производственных факторов сказываются на здоровье населения и влияют на уровень заболеваемости и смертности. Ключевое значение для здоровья человека в суровых северных широтах приобретает всесторонние исследования, охватывающие клинические, психофизиологические, молекулярно-генетические, биохимические и иммунологические аспекты механизмов адаптации к экстремальным условиям Севера. Научно-практическая конференция «Медико-экологические аспекты адаптации и здоровья человека на Севере», посвященная 45-летию клиники Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, подчеркнула значимость междисциплинарного подхода к вопросам совершенствования лечебно-диагностических мероприятий, ознакомила с опытом преобразования ведомственной больницы в клинику ЯНЦ КМП в научно-клиническую базу для трансляции современных достижений науки в медицинскую практику, создания и развития в ней центров по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи больным с нейродегенеративной и ревматологической патологией. Почему мы решили открыть центр именно нейродегенеративных заболеваний на базе клиники Якутского научного центра? Потому что проблема нейродегенеративных заболеваний, она очень актуальна во всем мире. И это связано с тем, что идет рост пожилого населения, значит, идет рост продолжительности жизни, а мы все знаем, что нейродегенеративные заболевания – это и есть возраст-зависимые заболевания. И вы знаете, что у нас в республике продолжительность жизни теперь увеличилась. Она в среднем составляет 73 года по данным Росстата. Если мы посмотрим на мировые показатели, по данным ВОЗ, по 2024 года 57 миллионов деменций в мире. Из них болезнь Альцгеймера составляет 80%. Это в мире показатели. Если возьмем данные по Российской Федерации, это 1,5 миллиона. А какие же показатели у нас в Республике Саха-Якутия? Вот по данным Еремиац, в 2022 году было зарегистрировано всего 45 человек. При этом прогнозируемое минимальное и максимальное количество больных с болезнью Альцгеймера от 4160 до 8429. Это по данным исследования Топахова Алексея Алексеевича и соавторов. То есть дефицит диагностики составляет 99%. Если даже мы возьмем взрослое население республики за 25 год, которое составляет не взрослое, а пожилое, это пожилое население старше 60 лет, оно составляет 230 тысяч с чем-то населения, да, то представьте, что по нашему регистру у нас 62 по госпитальному регистру, да, то есть на 230 человек получается всего у нас 62 человека с болезнью Альцгеймера, да, или с какой-либо другой деменцией. То есть это, видите, совсем низкие показатели. Если вывести в процентах, это практически даже 1% не достигает. И кроме этого у нас есть еще проблема, именно наша локальная, региональная проблема, это распространенность спиноцеребральной атаксии первого типа, которая относится к нейродегенеративным заболеваниям. И наша Якутия является очагом накопления. Вот вы видите на слайде, что у нас от 34 до 76 тысяч составляет на 100 тысяч населения, тогда как в мире оно составляет до 3 человек на 100 тысяч населения. И, конечно, это является одной из актуальных проблем, тем более в настоящее время у нас нет паллиативного лечения при спиноцеребральной атаксии. Имея вот сейчас отделение неврологическое, мы знаем, что они больны умирают от дыхательной недостаточности. Но почему наступает дыхательная недостаточность? Мы считаем, что это развивается синдром БАС, то есть который вызывает поражение передней роговой на шейном уровне, и в результате возникает рестриктивная дыхательная недостаточность, которая приводит к смерти из-за дыхательной недостаточности. Но вот именно паллиативного лечения при этом у нас в республике не разработано.
По болезни Паркинсона вы видите данные, да, здесь именно вот в Российской Федерации составляет от 30 до 139, а в Республике Саха-Якутия 52,2 на 100 тысяч населения. Значит, вот здесь вот вы видите распределение спиноцеребральной атаксии по регионам республики. И, конечно, наибольшее количество больных у нас в городе Якутске, потому что, ну, сами понимаете, что больные, в основном, они с тяжелыми заболеваниями стремятся попасть, жить поблизости от регионального специализированного центра, да. Вот, и здесь вот представлены районы, из которых все пациенты прошли через лечение в нашем отделении. Ну, здесь вы видите больных с деменцией, с Паркинсона, с болезнью Паркинсона. Здесь вы представлен больной со спиноцеребральной атаксией первого типа, у которого развился синдром БАС. Вот здесь видно хорошо его атрофии в плечах, на руках, на ногах. Так, и ну теперь перейдем конкретно к нашему центру нейродегенеративных проблем. Значит, учитывая вот эту актуальность, актуальность нейродегенеративных заболеваний, значит, он был открыт в 2018 году. Вот, но полную работу он начал с 1 апреля 2019 года. Значит, после того, как мы открыли это отделение, мы создали приказ о маршрутизации совместно с Министерством здравоохранения, чтобы наладить направление маршрута больных с нейродегенеративными заболеваниями именно в наше отделение, в наш центр. Ну, здесь вы видите научный и врачебный состав сотрудников центра НДЗ. Значит, руководитель, у нас, значит, есть научные консультанты, врач-психиатр, врач-невролог с ученой степенью, и научные сотрудники. Это невролог, рефлексотерапевт, врач-генетик, младшие научные сотрудники, врач-невролог, врач-ботулинотерапевт, клинический психолог и врач-ординатор неврологического отделения. То есть я хочу сказать, что у нас наукой занимается из всех врачей, в общем, 88% врачей занимаются научной деятельностью. Какие же направления и какие задачи стоят перед центром нейродегенеративных заболеваний? Значит, наш центр работает в 3 направлениях. Значит, первое, естественно, это научно-исследовательская работа. Второе – оказание специализированной медицинской помощи. Поскольку мы федеральное научное учреждение, но мы оказываем помощь специализированную на всей территории Республики Саха-Якутия. И медико-социальная помощь больным с нейродегенеративными заболеваниями. Значит, научно-исследовательскую работу мы проводим в рамках НИР, которая называется «Эпидемиологические и медико-генетические аспекты и разработка методов трансляционной и персонализированной медицины при нейродегенеративных заболеваниях в Республике Саха-Якутия». Здесь вы видите тему диссертационных работ Центра НДЗ наших сотрудников, значит, над которыми они работают. Значит, у нас 2 диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук, 1 диссертация на соискание и 3 диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Вот, фармакогенетические предикторы влияния дофаминергической терапии на моторные и немоторные признаки. Это Хабарова Юлия Ильинична. Диссертации на соискание учетной степени КМН поражение периферического мотонейрона при спиноцеребральной атаксии первого типа Варламова и влияние билингвизма на течение болезни Альцгеймера у населения Республики Саха-Якутии Сыромятникова Николая Николаевича. В общем, вы видите, что наши сотрудники, в общем, активно занимаются научной деятельностью и работают над своими диссертациями. Так, за период с 19 по 25 год нами было опубликовано 58 научных статей. Это статьи, которые рецензируются ВАК, ВОЗ и Скопус. Значит, было зарегистрировано, получено свидетельств 6.
Это было внедрено 6 актов внедрения по этим зарегистрированным базам. Значит, мы базы сделали по тем заболеваниям, которые наиболее часто у нас встречаются. Да? Это у нас значит, по ДМНЦ, по спиноцеребелярной атаксии, так, по мышечной дистонии. Кроме этого, нейропсихологические исследования при нейродегенеративных заболеваниях 2 базы. Наши сотрудники активно выступают на каждой конференции, практически в 100% составе. Значит, выпущено учебные и методические пособия. Одно в соавторстве, одно учебное пособие и методических рекомендаций 4. Проводим различные научно-практические конференции, и вот мы провели уже второй раз международную практическую конференцию нейронауки в 2021, и вот вторая она прошла 5-6 июня этого года, значит, с конкурса молодых ученых. И на этом конкурсе, значит, кроме основных сотрудников, мы выступали еще наши молодые ученые: Сыромятников Николай Николаевич и Хафизова Анастасия Николаевна. Так, ну вот здесь это вы видите фрагмент наших гостей из Университетского колледжа Лондона, профессор Холден и Раон Каиржанов, значит, участники конференции и выступающие сотрудники и врачи с докладами. Я вот сейчас рассказала о одном направлении, да, вот основное — это научно-исследовательская работа, а второе направление — это, конечно, специализированная медицинская помощь, которую мы оказываем на всей территории Республики Саха-Якутия, но я подробно на этом не буду останавливаться, потому что об этом будет говорить еще, ну и Анна Николаевна сказала, Лена Николаевна, Юлия Ильинична будет об этом говорить. Вот, ну, что я хочу сказать. Вот когда мы только открылись, да, у нас был единственный, какое было оснащение? Было оборудование, рутинное ЭЭГ, аппарат, оборудование, которое было приобретено вообще в прошлом веке, больше ничего не было. Вот сейчас же мы что имеем в своем арсенале? У нас электронейромиограф, мы можем проводить, определять потенциалы, и зрительный, слуховой, и когнитивный потенциал на этом аппарате. У нас есть электроэнцефалограф с видеомониторингом, очень хороший, стабилометрия, треморография. Вот. Ну, остальные, вот, как МРТ, КТ, мы, конечно, учитывая нашу базу, мы это проводим на договорной основе с другими учреждениями. Но, в принципе, все, что необходимо для исследования у нас в основном есть. Я не говорю уже про те вот эти вот, ну здесь вы на слайде можете прочитать про те исследования лабораторные, которые мы сейчас проводим. Это очень обширный список. Вот. И кроме этого, в лечении мы имеем возможность проводить ботулинотерапию. Очень много заболеваний, которые в неврологии сопровождаются повышением мышечного тонуса, да, и ботулинотерапия, она является, ну, сейчас это уже как бы даже, можно сказать, рутинный метод лечения, но вот мы его внедрили и очень широко применяем. И был составлен у нас даже приказ о маршрутизации для больных, которые показана ботулинотерапия, чтобы эти больные проходили через наше отделение, поскольку мы имеем возможность проводить это бесплатно по линии ОМС. Можем проводить иглорефлексотерапию. И вот с сентября 2025 года мы, значит, применяем прибор. Это Vital Stimple Plus при лечении дисфагии. Какая еще наша помощь кроме специализированной медицинской помощи, какая помощь наша региональному здравоохранению? Да? Значит, мы проводим вот эти мастер-классы по ботулинотерапии. Несколько мастер-классов провели. Вот здесь вы видите, в 2019 году мы провели с профессором Заляловой, значит, мастер-класс Зулейхой Абдулазяновной. Значит, здесь следующий у нас мастер-класс был с Жуковой Натальей Григорьевной. Вот по применению диспорта. Это здесь вы видите врачи из других республиканских учреждений, которые вместе с нами обучались. Вот. И мастер-класс по применению ксиамина под руководством Бальберта Александра Анатольевича. Это один из ведущих ботулинотерапевтов в России. Третье направление – это медико-социальная помощь больным с нейродегенеративными заболеваниями. Значит, здесь вы видите фотографию научного сотрудника, врача-генетика Сидоровой Оксаны Гаврилевны, которая является председателем
Республиканского общественной организации Ассоциации пациентов со спиноцеребральной атаксией первого типа и другими НДЗ в Республике Саха-Якутия. Мы получили свидетельство 17 января 2020 года. Цель этой ассоциации – объединение и сотрудничество пациентов со спиноцеребральной атаксией и их родственников, социализация, адаптация пациентов, защита их прав и законных интересов, оказание специализированной медицинской помощи для укрепления физического и психологического здоровья. При этом я хочу сказать, что для больных со спиноцеребральной атаксией и нейродегенеративными заболеваниями у нас приоритетная госпитализация. Мы проводим динамический осмотр пациентов и выявляем их в научно-практических экспедициях благодаря экспедициям, которые организует Оксана Гаврилевна. Любое заболевание, оно нуждается в профилактике. И без профилактики мы не можем говорить о вообще здоровом обществе. И поэтому мы постоянно выходим освещаем работу этой ассоциации, нашего центра в средствах массовой информации. Были выиграны в 2021 году грант главы РСЯ и грант главы фонда президентских грантов. И в 22-м, вы видите сами, в 24-м, 25-м, но только в 23-м году не было выиграно гранта. Благодаря этим грантам мы имеем оборудование. С помощью Оксаны Гавриловны мы приобрели и видеомониторинг, электронейромиограф, треморограф. Кроме этого, я говорила, техническое средство для пациентов – это противопролежневые матрасы, коляски, трости и так далее. Деятельность центра НДЗ направлена на оказание специализированной медицинской помощи в РСЯ. Она идет в 3 направлениях, но при этом материально-техническая база нашей клиники, конечно, она требует вообще значительного улучшения, потому что все вы знаете, здания, которые общежитского типа, которое вообще не приспособлено в современных условиях для проведения специализированного лечения. Особенно мы не можем проводить там нейрореабилитацию и другое восстановительное лечение, которое требует технических средств, потому что эти узкие коридоры, маленькие палаты. В общем, конечно, возможно, эта клиника, когда она была больницей в прошлом веке, это было нормально, там нам можно было просто приходить, лечиться, но современные условия, они требуют и современного подхода, и поэтому нам просто как воздух необходимо расширить нашу базу. Вы сами видели, какое оборудование мы приобрели, и какие планы стоят. Мы могли бы развить, конечно, очень хорошо нейрореабилитацию, имея такое оборудование, имея таких специалистов высокого класса. И еще хочу сказать, что коллаборация ИАНЦ КМП, вся эта наша работа, она бы не была невозможна, если бы мы не работали вместе в одной связке с Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия. И я хочу передать большую благодарность за то, что региональное здравоохранение, в общем-то, нас тоже поддерживает. И я думаю, что мы в такой коллаборации будем работать дальше и добьемся еще больших успехов. В завершении конференции участниками была принята резолюция с рекомендациями о проведении масштабных, координированных мониторинговых мультидисциплинарных исследований среди населения арктической зоны с целью получения объективных данных адаптационных резервов организма человека в условиях ухудшения состояния окружающей среды и предупреждения экологозависимых заболеваний, о создании межинститутских медико-биологических консорциумов и научно-образовательных центров по изучению состояния здоровья человека на Севере, привлечением зарубежных партнеров в целях снижения заболеваемости и смертности от социально значимых заболеваний.